Отрицательно. У нас много своих крымско-татарских имен. У бабушек, у дедушек можно спросить. Есть книги выпущенные Умеровым, Усеином. Вот. Есть свои имена. Почему мы должны у кого-то это все делать плагиат? Имена – это имена. Как назвали, так и будет. Я против. Потому что мы, крымские татары, должны. У нас есть свои обычаи, традиции. Ну да, это арабское, конечно, мы все мусульмане, крымские татары. Но у нас есть свои обычаи, традиции, имена. Если у нас есть свое крымско-татарское имя Эмине, зачем ее назвать Аминой? Положительно. У меня самой арабское имя, происхождение. И какое? Ниаль, стройный росточек. И у меня братья, сестры тоже арабские имена. И мама называет, папа называет, нормально отношусь. Негативно. Почему? Ну, не знаю, это мое личное мнение. Я считаю, что надо называть все-таки своими именами, наверное. Тоже нормально. Кто как хочет, так и называет. Я так, знаете, не очень хорошо. У нас есть свои хорошие имена. Почему мы должны арабскими, турецкими, еще какими-то называть? Не знаю, как-то это, знаете, наши предки так не делали, и я считаю, что это какое-то нарушение традиций. Да, самое главное, чтобы человек был хороший, а имя какая разница? Не имя же красит человека, а человек красит имя, правильно, нет? Ну, в принципе, родители, наверное, вправе называть своих детей, как им хочется. Что касается имен, мы сами дали ребенку имя, которое не принадлежит ни одной национальности, которая есть у нас в крови, поэтому абсолютно положительно. Ну, мне это не очень нравится. Почему? Потому что у нас, у крымских татар, есть свои старинные и национальные имена, очень красивые. Вот. И хотелось бы мне, чтобы наши молодые, наше подрастающее поколение называло своих детей татарскими именами, конечно. Почему? Потому что в этом, наверное, крымско-татарский колорит заключается.